Вы мне здесь справедливо пишете, что кое-что меняется к лучшему, кое-каких губернаторов меняют, вопрос, правда, на кого, глав некоторых республик в составе Российской Федерации будут менять. Вот осведомленные телеграм-каналы сообщают, что аж 3 руководителей даже на Северном Кавказе будут менять. Ну, по крайней мере, у меня в части республики, которая сейчас воспринимается как наиболее проблемная, Ингушетия, у меня вот насчет этого ощущение, что все там будет хорошо и нормально, потому что есть готовая кандидатура. Это второй президент этой самой республики Ингушетия Мурат Зязиков, который очень хорошо продолжает, он остается на госслужбе, он прекрасно в теме, что происходит в Ингушетии. Он уверенно победил в сложнейшей конкурентной борьбе на всенародных выборах в начале нулевых годов. То есть его, так сказать, выдвижение в республику, его возврат не будет воспринято как поддержка местных властей в вопросе об отказе прямых выборов главы республики. Человек с очень богатым опытом, который принес очень много пользы не только Ингушетии, но и России в целом, и всем соседним регионам без исключения. Человек, который очень большой вклад внес и в борьбу за восстановление дружбы народов, и в борьбу с коррупцией, в борьбу с бандитами, и в развитие гражданского общества. А сейчас с этим в Ингушетии все очень страшно, очень тяжело. Вот. Он является, наверное, единственным человеком, который может преодолеть специфический внутрирелигиозный раскол, который возник в Ингушетии, и Зязиков сможет преодолеть тенденцию к клерикализации гражданского общества, скажем, весьма и весьма политкорректно. Ну и фигура Зязикова, на мой взгляд, она во многом восстановит доверие к федеральным властям не только в отдельно взятой Ингушетии, но и в целом на Северном Кавказе, даже если в других республиках назначения будут менее удачные.